Посмотрите, какая у меня тюбетейка новая. Туркменская. У нас сегодня будет с вами новое блюдо. Оно на самом деле новое для российской блогосферы. Я не видел, что сколько-нибудь значимые блогеры в России готовили это блюдо. Я уверен, что многие даже не слышали ни разу про такое блюдо. И не пробовали никогда такое блюдо. Хотя готовится оно из очень простых продуктов. Посмотрите, что у меня здесь. Мясо. Еще мясо. Лук. Обычно к мясу, луку полагается мука. Но у меня есть настоящая, подлинная драгоценность. Вот здесь. Вот в этом свертке. Знаете, что Туркменистан – это родина самых драгоценных ковров. Ковры обычно ткутся из овечьей шерсти. А вот на верблюжью шерсть у туркмен наступать не принято. На это, которое называется сачак, и предназначено это изделие для того, чтобы хранить в нем хлеб. Хочу показать поподробнее, какой это хлеб. Очень плотный, очень твердый, тяжелый, увесистый. Но прежде чем займемся хлебом, давайте разберемся с мясом. Но я уверен, что сегодня у нас все очень хорошо получится, потому что у меня в гостях находится прекрасная гостья, сотрудница посольства Туркменистана в Российской Федерации Гюль-Олег Чапанова. Салам алейкум, Захар. Как добрались? Хорошо. С чего начать? Что нам понадобится для приготовления блюда, которое называется, как правильно сказать по-туркменски? Дограма. Дограма. Рассказывайте, пожалуйста, Гюль-Олег, что мне сделать вот с этим прекрасным ягненком, с этим прекрасным молодым барашком? Мы сначала его разделаем на небольшие кусочки и отправим вариться. Скажите, пожалуйста, вот это блюдо готовят исключительно из баранины или какое-то другое мясо тоже допускается? Традиционно используется только баранина. Однако в последнее время широко применяется также и говядина. Очень вкусно получается. Расскажите, пожалуйста, как это блюдо готовится? Вот основные принципы. Как вы сказали, это одно из древних блюд туркменского народа. И оно состоит из весьма простых ингредиентов. Это мясо, петир чурек, это хлеб, лука. Который показал? Который показали. Еще раз повторите его название. Петир чурек. То есть вот петир слово я знаю, да. В тесто кладется только соль, вода, мука. Никаких дрожжей, масла или кефира. И делается это для того, чтобы тесто было упругим. Один из секретов правильного приготовления данного блюда – мясо нужно достаточно долго варить. Гуля, скажите, пожалуйста, а вот сколько примерно по времени надо варить мясо? Часа 3-4, а то и больше бывает, так долго? Если это из говядины. Вы сказали, мясо на косточке должно быть. Обязательно. Вот грудинка тоже очень хорошо подойдет. И вкусная будет, и здесь немножко жирка есть, потому что если не жирная, вкусной еда не будет, понимаете? Традиционно мясо разделывают руками на волокна. Да? Рвут вот так вот? Рвут. Если говядина? Если говядина, то в данном случае в древности наши аксакалы, именно они преимущественно занимались подготовкой этого блюда, которые собирались на праздники, на остальные важные мероприятия. Гюль-Олег, такая тюбетейка красивая, расшитая. Спасибо вам большое. Я сколько помню, из детства, когда мы частенько ездили в Туркменистан, там у всех, у мужиков, у стариков были такие большие, мохнатые, такие красивые шапки, вот такие вот на полроста человека. Что носят? Национальный головной убор какой? Все-таки тюбетейка или вот это вот... Дайте мне тоже кусочек. Тюбетейка или все-таки это вот тельпек? Давайте, вот отсюда нужно, с двух краев ломать не нужно хлеб. Вот как? С одного края надо отламывать, да? Ух ты! Он на самом деле очень твердый. Понимаете, да? Хлеб, испеченный без дрожжей. Без дрожжей, но вот такой толстый. В тандыре пекут.
Обязательно, да. Пекут в тандыре, но сейчас уже в нынешних условиях бывает, что и в духовках, в электропечках тоже возможно, но состав остается тем же. Гулялек, я очень аккуратно всегда снимаю пену. Бульончик, чтобы чистый был, красивый, чтобы золотистый был. Ну, скажите, пожалуйста, обычно, чтобы бульон, чтобы шурпа вкусная была, лук кладут. Лук можно добавить. Он может быть целиком, а можно еще и нарезанный, мелкий. Мелко нарезанный лук тоже можно отпустить. Также я знаю, что в различных регионах нашей страны используются и для бульона, да, используются и другие виды овощей, как морковь, болгарский перец, то есть тоже кладут. И помидор кладут, чтобы бульон выглядел красивым. Помидоры опустим позже, а лук пускай варится, он разварится, его вот и не останется практически, только вкус да запах от него будет. А вы знаете, что для меня Туркменистан это вот, ну, не просто какая-то страна, это не просто какой-то край, не просто какая-то земля. Ведь мой отец и все его братья родились в Туркменистане. Меня это удивляет. Честно сказать, это прям меня удивляет. Наш хлеб, кефир, должен отлежаться, отдохнуть. И, наверное, немножко он все-таки он тут такой плотный, Да. как бы суховатый. И он, наверное, высосет немного. Да. И аромат лука должен пропитать. Итак, перемешиваем хлеб с луком. И что теперь с мясом-то делать? Мясо как? Куда доставать? Давайте в саму емкость с хлебом. Прямо вот сюда? Да. Знаете, давайте начнем с баранины. Баранина варится все-таки быстрее, чем говядина. Посмотрите, как лопатка хорошо сварилась. О. Что теперь? Покажите мне, объясните мне. Смотрите, как мясо разварилось. Вот так надо, да? У меня был туркменский алабай. О, какой был умнейший пес. Умнейший. А еще я ведь коллекционирую музыкальные инструменты. Хотите знать, какой первый инструмент у меня появился в моей коллекции? Какой? Туркменский дутар. На самом деле, конечно, в Туркменистане на этом инструменте играют по-другому. Похоже немножко, да? Похоже, да. Значит, я правильно понимаю, что это блюдо было создано ради справедливости, чтобы бай, бедняк все ели одинаково, да? Весь народ полюбил вкус, аромат этого блюда, что оно теперь без него сейчас невозможно представить не семейные праздники, и поэтому на государственном уровне, когда праздники, национальный праздник, обязательно дограма у нас на Дастархане. Вот теперь я хочу спросить у вас, дорогие друзья. Посмотрите, ну, туркмены, что ни говори, нам не чужой народ. Видите, Гулялек туркменка, видите, как по-русски говорит, да? И в Туркменистане до сих пор очень многие люди точно так же говорят по-туркменски. Туркменистан один из ближайших наших соседей. Так что теперь мне делать? Вот это вот сверху собирать вот это вот жир и часть бульона, да? Да, преимущественно берете жир и поливаете дограмму, а потом тщательно руками перемешиваете. Ух ты, опять руками. О, как красиво.
Дуграму можно есть в сухом виде, вот мы сейчас его приготовим, так и вместе с бульоном. То есть оно универсально тем, что можно его использовать в качестве первого и второго блюда. Теперь руками перемешивайте. Вот теперь я знаю, что туркменки хитрые. Они все самое вкусное мне оставила, моим рукам. Говорит, давай перемешивай руками. Разрешите, я попробую. Можно? Конечно. Можно руками пробовать. Но какая разница, руками готовили, руками пробовать буду, конечно. Это сухая дограма, ее можно отложить и потом, когда по мере надобности, брать Из порцию холодильника? из холодильника, да, из морозильника, куда положите, и залить горячим бульоном. Посмотрите, полюбуйтесь, какая красота. Вы регулируете, потому что я, еще раз говорю, что я даже не видел никогда, как это едят. Сколько еще половников бульона, как бы мы должны увидеть бульон на поверхности? Да, или немного нет? вы должны увидеть. Вот теперь это выглядит вполне аппетитно. А можно, скажите, пожалуйста, понемногу бульона налить в кассур? Вот бульон как раз таки не кладут у нас. Что касается дограма, она должна быть на столе либо в сухом виде, либо в таком Размоченном виде? Да, в бульоне. У нас получилось 2 грамма бульона. И его нужно сразу же есть, пока хлеб не слишком размок. Дорогие друзья, мне это все еще сфотографировать надо для какой-то новой книги кулинарной, да? Ну и во-вторых, вам вот Гуля ясно сказала, что это все надо скорее съесть. Так что я желаю вам больших успехов в познании братских кухонь наших народов. И, как всегда, приятного вам аппетита. Большое спасибо, Гуля Алихановна. İşleriniz açık olsun. Приятного аппетита.